И ежегодно в праздник Богоявления люди со всех районов Абхазии едут в Новый Афон. Здесь, на реке Псырцха, братья Новоафонского монастыря совершают великое таинство освящения воды. Стоит отметить, что это место связано с именем апостола Симона Канонита, который 2000 лет тому назад проповедовал на абхазской земле христианство и впервые на реке Псырцха совершил крещение наших предков. Дабы стала эта вода, текущая в жизнь вечную, дабы явиться ей защита от всякого коварства, видимых и невидимых врагов, Господу помолимся. Богоявление или крещение Господне является одним из главных двунадесятых праздников в христианстве. В этот день православные всего мира вспоминают евангельское событие, как Иисус Христос в реке Иордан принял крещение водой от Иоанна Предтечи. После этого было явление всех лиц Святой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа. И дух голубицы, отвергал его слова непреложной, явившийся в Христе Божием и просветивший, слава Тебе. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинства крещения одному из 7 главных церковных таинств, через которое человек как бы заново рождается для жизни во Христе. В день Святого Богоявления православные христиане с верой черпают и принимают освященную воду, поздравляя друг друга со светлым праздником. Я желаю всем, особенно жителям нашей республики, нашей Абхазии, тепла, добра, благодати Божьей, радости, чтобы были только светлые поступки, и чтобы наша Абхазия процветала, и чтобы она была более христианской, чем сейчас. Поздравляю всех с великим праздником Богоявления. Сегодня я оставил и школу, и спорт, чтобы прийти сюда. Мы с мамой каждый год сюда приходим и с освящением берем воду домой. Сегодня первый раз я был на богослужении в Новоафонском монастыре, потом мы прибыли сюда, на реку Псырцха, где происходило освящение воды. В 23 года для себя я принял такое решение, что я хочу креститься, принять христианство, и поэтому в такую дату я, посоветовавшись с отцом Дорофеем, выбрал вот дату 19 января. Сегодня я принимаю крещение, поэтому весь народ Абхазии я поздравляю с этим светлым праздником. Председатель Священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дба рассказал об истории и традиции праздника Богоявления. Во всех церковных календарях сегодняшний большой христианский праздник, он не именуется крещением Господним, он именуется праздник Богоявления, Феофания, если говорить на том языке, на котором оно написано. То есть, когда Спаситель выходил из Иордана после крещения, был голос Отца, был снисхождение Духа Святаго в виде голубя, и это явление Святой Троицы, явление божественной природы самого Христа. Вот что главное мы празднуем, потому что, к сожалению, иногда акцент делается на другие вещи. Это первое. Второе, в древности сегодняшний праздник одновременно праздновался с Рождеством Христовым. Разделение двух этих праздников произошло только в IV веке, потому что Рождество – это явление Бога во плоти, сегодняшний праздник – это явление божественной природе уже в самом Христе. Многие верующие в праздник Богоявления устраивают крещенские купания, считая, что вода очищает от грехов. Но на самом деле этот обряд не имеет отношения к церковным традициям. Купание в реках, источниках и море в этот день не принято, отмечает архимандрит Дорофей Дбар, и настоятельно рекомендует не делать этого. Когда мы читаем молитвы, там написано и сказано о том, что с благоговением черпающий эту воду, потребляющий ее, то есть пьющий эту воду и окропляющий себя. Вот это благоговейное отношение должно быть. Недопустимо, например, мы здесь стоим, освещаем эту воду, а чуть выше люди в ней купаются. Ведь мы же из нее пьем. И все люди мы пьем из этой воды. Поэтому мне кажется, что вот это новшество постсоветского времени, массовое купание, оно неприемлемо для нас, христиан Абхазии, не только как христианской, но и, собственно, как нашей традиции тоже, когда мы с большим благоговением относимся к нашим рекам, которые даровал нам Господь Спаситель.
Крещенская вода набирает особую силу и целебность. Она может стоять весь год и не портиться. Верующие употребляют ее с благоговением, с надеждой на исцеление недугов, окропляют каждый уголок своего дома. Альга Трапштимур Гугохия, Абхазское телевидение.